уважаемые посетители и зрители нашего сегодняшнего онлайн-мероприятия «История в костюмах». Поздравляем всех с наступающим праздником Днем Республики Саха-Якутия. Наше мероприятие идет в онлайн-режиме, но надеемся, что тем зрителям, которые присоединились к нам в прямом эфире, будет очень интересно узнать об истории народного костюма Саха через показ дефиле творческих работ мастериц Уран-Ис. Итак, начинаем показ дефиле аксессуаров в современной нарядной женской одежде. Аксессуар в любой одежде, и в традиционной, и в современной, используется для дополнения внешнего вида и стиля одежды. К аксессуарам относятся различные украшения: бижутерия, зонты, перчатки, сумочки, платки, различные головные уборы. Если обратиться к истории, то можно заметить, что человек еще до изобретения одежды стремился украсить себя, подчеркнуть свой статус, выделиться. Менялись эпохи, шли годы, что-то уходило в прошлое, а что-то становится актуальным сейчас. Дизайнеры придумывают новые современные аксессуары. Сегодня без них не обходятся и современные якутские костюмы для праздника Эсэх. Это различные украшения из бисера, шляпа из конского волоса, различные сумки, комаро-махалки, платья в этническом стиле. А якутский современный костюм мы не представляем без красивых серебряных ювелирных украшений. Сегодня мы представляем вам творчество современных серебряных дел мастеров и модельеров ювелирной фирмы Уран-Саха, продолжателей уникальной традиции ювелирного искусства своих предков. Музыка. Фирма Уран-Саха, генеральный директор Лука Митрофанович Егоров, занимается в основном производством украшений из серебра и золота. Еще многие авторы XIX века отмечали обилие женских украшений. Весь комплекс праздничной одежды женщины Саха полностью обвешивался медными и съемными украшениями. Это одно, что возвращает. Большие серьги, подвески, нагрудно, носки. Функции у каждого царства обладателя. Они служили всегда признаком богатства и роскоши.
Аплодисменту театру моды Сардана Намского педагогического колледжа. А теперь представляем уникальные сумочки ручной работы от Натальи Таковой. Детство. В родной школе под руководством Анастасии Логиновой посещала кружок орнамент. Наталья является участником выставок прикладного творчества. В 2018 году закончила магистратуру по специальности народная художественная культура Института языков и культуры Северо-Восточного федерального университета. Защитила магистерскую диссертацию по теме «Универсальные символы узоротворчества народа Саха. Современность» под руководством Светланы Петровой. В время занятия творчеством совместно с мастерской Нарын Кись из города Якутска. Все работы автора выполнены ручной вышивкой, для которой Наталья использует чешский и японский бисер. Аплодисменты автору чудесных сумок Наталье. Внимание, свои уникальные работы, но уже в другом стиле и оформлении. Дизайнер Александра Бестужева. Александра училась в Санкт-Петербургской кожевенной школе. В своих работах использует тиснение в специальном сырье. Эта технология занимает много времени.
Авторы вручную выполняют очень сложные якутские узоры и мотивы с мелкими деталями разной фактуры, поэтому ее работы получаются эксклюзивными. Встречаем автора Александру Бестужеву с города Ска. А теперь перед вами снеговые очки от мастериц объединения Уран-Ись. Несмотря на то, что зимой в Якутии очень холодно, у нас бывает очень ярко. Народы полярных районов севера и Арктики на протяжении многих столетий для защиты глаз применяли снеговые очки хара-ачикыта или чарапче, используя при этом натуральные природные материалы – дерево, бересту, конский волос, из снеговой кожи и серебра. Отрадно, что эти древние очки возвращаются сегодня аксессуар. Многие мастера занимаются сегодня их изготовлением.
Ювелирные украшения и другие аксессуары сегодня представили наши красавицы из театра «Модус Ардана», Мамского педагогического колледжа имени Ильи Егоровича Винокурова, руководитель Надежда Александрова и основатель театра, народный мастер Республики Саха-Якутия Зинаида Дмитриевна Панохова. Bittüler de. Bitti de. Спасибо всем. Анна Громова, Ханна Варик.